Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепандин. Мы продолжаем серию наших передач с уютной гастростудии ресторана «Мусхая». Со мной, как обычно, Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. И к нам сегодня в гости пожаловал музейщик, историк Сергей Слепцов. Сергей, приветствую. Здравствуйте, Сергей. Познакомьтесь с Семеном. Спасибо, Сергей, что ты пришел к нам в гости. Это первое, я всегда забываю это сказать, поэтому говорю сразу. И так как у нас кулинарное ток-шоу, чем ты к нам сегодня пришел, что будем сегодня делать? Да, ну, я сразу скажу, что я не очень сильный кулинар, да, но... Чистосердечное признание, молодец. Да, это чистосердечное признание, поэтому блюдо достаточно простое, но вообще с историческими корнями. Ну так как ты историк, конечно, исторический, да, так. Давайте про историю. Называется блюдо скоблянка. Это мясо с грибами и с картошкой. Ну, картошка как наполнитель. Ну, к какой истории это относится? История это, считается, это блюдо русской кухни, причем вроде как его придумали, это не повседневная кухня, его придумали охотники-промысловики, которые звериным промыслом занимались на русском севере. Что добыли, раз грибов набрали. Да, в общем, в основном, собственно, кроме картошки, это то, что с собой охотники имели, это мясо, причем вообще в скоблянке мясо обычно разных видов. Дичь, что добыли, то и это, да? Да, грибы. Они растут. Да, и наполнитель, наполнитель овощной. Я подозреваю, что вообще в древние времена там, конечно, картошки не было, да, картошка где-то в конце 18 века только появляется, но сейчас традиционно считается скоблянка уже с картошкой делается. Потому что сытно, и вкусно. Да. Так, сколько времени занимает и был ли опыт у тебя уже приготовления этого? Опыт приготовления был. Все тогда. Повторить. Да. Самое главное, классно повторить это. Передача наша называется «Просто вкусно», соответственно, должно получиться в конце просто и вкусно, мы обязательно это будем пробовать. Вроде блюдо соответствует. Да, блюдо соответствует. Ну что, давай начнем. И пока начинаем, традиционный вопрос, который я всегда задаю своим гостям. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе и дойти до той деятельности, которой ты сейчас непосредственно занимаешься. То есть рубрика называется «Как я дошел до жизни такой». Ну, я работаю в музее, это моя основная профессия. Может, вот это мощнее нож взять. Это мой нож, не бойся, он достаточно острый. Так, а можно, я чуть-чуть скажу? Тут важный момент приготовления просто. Собственно, почему скоблянка называется скоблянкой? Это потому что мясо мороженое должно быть именно его скоблят. То есть это, по сути, мясная строганина, только жареная. По-якутски это называется халахаты, тонко, да? Да, надо очень тонко резать и потом смешать. То есть мороженое мясо занесли, быстро расposтрогали, порезали, пожарили и поели. То есть все быстро, получается, готовиться должно, да? Мясо, собственно, к простоте блюда, что мясо жарится, должно жариться очень быстро и сильно заморачиваться с этим. Поэтому и не надо, да? Собственно, и название из-за этого, то что лук скоблица. Лук полукольцами. Тонкая или покрупнее? Можно тонкими, собственно, лук для соуса. Да. Насчет жизни, я начал говорить, что я работаю в музее. Якутском музее. Якутский музей имени Ярославского. Большинство жителей нашего города знают его как Краеведческий музей, хотя он очень давно так... Я тоже так думал. Очень давно так не называется, чуть ли не с 70-х годов вообще, на самом деле, 20 века. Вообще у него есть полное официальное название, очень длинное и не запоминающееся, а Якутский музей имени Ярославского, в принципе, очень легко говорить. Уже нормально. Так его и называют. А когда он перестал быть краеведческим? Потому что в моем детстве мои родители, когда в город приезжали, обязательно нас водили туда, чтобы тигра посмотреть. Да. Краеведческим он перестал быть, если я правильно помню, где-то в конце 70-х годов. Да ладно? Да, была большая музейная реформа в Якутии, когда вообще все музеи, создавалась музейная сеть, все музеи Якутии, их объединили в одно объединение, который назывался Якутский объединенный музей истории и культуры народов Севера, а все остальные музеи должны были быть его филиалами. Идея была такая.
Вот. И вот с тех пор он, собственно, называется Якутский объединенный музей истории культурного севера. Но потом эту реформу как бы отменили. Сейчас Тоже у нас... тонко, да? Да, тоже так же. И сейчас у нас что-то в районе 5-6 филиалов. Ну, Семен хочет задать что-то. Да, Снимаем. да, это не нужно. Филиалы. Филиалы, да. Ну, самый известный это Черкёхский музей. Мгм. В Черкёхе, в Харбалахе есть музей имени Барахова. Есть музей в селе Хатырык, Хатырык, ага. в Намском Усе, музей Амосова. И 2 филиала в Якутске, это, 3 филиала, извините. Музей Амосова, музей Ярославского и музей Якутская ссылка. И наш головной музей Якутский. Якутский музей. Якутский музей имени Ярославского. Мгм. Вот, и все вместе это такое музейное объединение республиканского подчинения. Мгм. То есть это республика непосредственно, да? Это не федералы, а именно республика. Да, но федеральных музеев у нас вообще нету в Якутии. М. У нас есть только республиканские и муниципальные. Вот все, и ведомственные еще музеи, то есть при организациях различных. Вот, например, музей Мамонта, М. который все, я думаю, знают. Это ведомственный музей, он в структуру Ну, то есть Северо-Восточного это как федерального бы, университета ну, входит. суть в том, чтобы как бы кому подчиняется, да? Ну, Да, это структура. подчинение, Ага. структура, ну такие Кто организационные за ними моменты. следит, обновляет фонд музейный и все прочее, видимо, так, да? Откуда деньги? Да, но в основном музеи, они Министерству культуры подчиняются, кроме ведомственных. Ведомственные могут подчиняться Ну кому, да, да, кому да, сами угодно. все создали. Музей геологии, ну, допустим, да? Да, Или причем он Министерство есть у геологии. нас в Якутске тоже, такой Ну да, музей. да, я про это я и говорю. Ага. Это всё ведомственное. В чем состоит ваша деятельность? Я знаю, ты был экскурсоводом. А сейчас уже Да, не но так вообще лучше всего работать в музее, начинать, вот есть такое подразделение, культурно-образовательный отдел называется, и в основном они занимаются вот такой проведением мероприятий и экскурсиями. И вот лучше всего музейщику начинать работать там, я там Да, начинал. ну, чтобы в полях именно, да? Да, довольно долго я там проработал, но сейчас я работаю Пошел на повышение. соломкой. Надо Соломкой. резать. Ну, это почистить, видимо, надо сначала, или как? Нет, она же сразу так. Она или- свежая, да, в Да. принципе. Я можно просто так. вырежу плохие, вот в основном она нормально. А это все вместе будет жариться? Это все, да, вместе жарится, собственно, тоже суть скоблянки в том, что там разные сорта мяса, там даже с птицей вроде как можно мешать. Но опять же, классический рецепт — это 1 к 1 свинина с говядиной. М. Из одного сорта Ну, мяса собственно, это и обычно есть не свинина делается. и говядина. Да? Может, Да. сальцо, да? Так. О чем бишь мы? О чем? Ну, мы немножко поговорили о скоблянке, да. А сейчас о музее, да. Вот непосредственная деятельность твоя в чем состоит? Да, нормально. И давай зайду издалека, да. Скажу такой, ну, довольно такой пафосный вопрос. Каким должен быть современный музей? Что, как вы меняетесь вообще? Сейчас действительно такое вот время для музеев в какой-то степени переходное, да? Потому что если раньше музеи, они выполняли функцию, ну вот в Советском Союзе, да, скажем, это был такой своеобразный как бы учебник. Ну, да. То есть ты Давали приходишь давали вот задания, в говорили, вот. краеведческий музей, и там у тебя в хронологическом порядке, как вот страницы книги, тебе музей рассказывает от начала до конца. По залам проходит. Вот ровно так и было, кстати, да. Да, ну так много где еще осталось на самом деле. Сейчас немножко музеи от этого пытаются отходить, потому что появилась такая вещь, как интернет. В первую очередь. И у каждого человека там в кармане фактически, да, есть смартфон или как минимум дома компьютер. И Зашел в Википедию, да, посмотрел. совершенно верно. Республика Вот. Саха-Якутия. Все уже знал. Ну, как бы вот тогда. Типа, Да. Мгм. Вот, поэтому музеи с этим конкурировать не могут. Притом у музеев есть определенные ограничения, обо всем рассказывать не могут они, потому что они зависят от своих фондов, то есть от тех предметов, которые хранятся. Ну, которых конкретном есть музее- экспонаты, да? так? Экспонаты, которые хранятся в фондах музея. Вот фонды музея — это такая скрытая часть музея
музейной деятельности, ну, от обычного как бы, да, человека, посетителя, он фонды как бы не видит, и музей никогда не выставляет 100% фондов, ну, потому что это и невозможно физически, с одной то стороны, есть- с другой стороны, это будет неинтересно, это будет склад вещей. Ну чтобы фонд, он стопроцентный, выставляется некая часть, чтобы в следующий раз, когда Чтобы человек пришел... представить какую-то картину. Вот, собственно, сейчас музеи занимаются интерпретацией вот своих фондов, то есть презентация и интерпретация. Это одно из главных функций музеев. И рассказывают с помощью вот экспонатов, которые хранятся, да, у него, свою какую-то уникальную историю. И вот у каждого музея в идеале эта история должна быть именно уникальной. То есть не так, что ты пришел в разных городах в музей, и там об одном и том же как бы тебе рассказали. А именно должна быть какая-то Своя изюминка изюминка своя. там, в музее, куда вот ты пришел и как бы узнал что-то новое. Ну что ж, Ну что ж, а тем временем шеф у нас. я должен разогреть масло, да? Посильнее, да? Да, ну вот одновременно пожарить, наверное, картошку и мясо. Ну то есть две надо. сковородки нужно. Две сковородки. Ну, в идеале... А что, в одно не влезет, да? Нет, по отдельности надо. Мясо отдельно и овощи отдельно. Да, и отдельно еще потом грибы будем жарить. В 3 А раза. потом все это смешивать. Собственно, в этом заключается блюдо. Скобляничество. Ну, по идее, как бы это можно делать в одной сковородке, Ага. но это немножко... Будет другая скоблянка. Нет, это... Кажется. Да. Так, Ладно, ну давай картофель. сделаем, как ты хочешь. Ну, без По разницы. твоему лук- рецепту. Лук, Это потом. потом, да? Все-таки ты, по-моему, лукавил, когда говорил, что не готовить не это, ничего, Ага. не то. Э, Раз уж ты сильно настаиваешь на этом. Нет, ну просто... Хорошо, не, ну, это если есть рецепт, следует, то... да, рецепту Да, да, просто. да. Технологическому циклу, правильно. Так, я могу дать тебе вот это. Вот это, по-моему, потом нужно будет. Пока без соли, без ничего, да? А мясо посолить и поперчить надо, а вот картошку не надо. Она как-то так. Какие задачи стоят перед музеем? Ну, непосредственно. Вот, Ну, как бы есть основные, вот, кстати, да, еще вот сейчас Союз музеев, он же вот последние вот года переделывают определение музеев, хотят новое принять определение. Ну, по-старому идеально, как бы у музея три главных функции: это хранение, изучение и интерпретация, презентация. Показ. Показ, Да. ну, Ну, собственно, то, что видит посетитель, он видит только показ. А вот хранение и изучение – это как бы внутренние функции музея. Внутренняя работа. Но от этого не менее важно. Вообще самое важное – это хранение на самом деле. Хранение на первом месте, презентация, показ. Ну, на чтобы втором, экспонаты изучение на и третьем. через год, и через 10 лет они вот при таком же оставались. Да, музей Видимо, это видимо, консервация это. предметов для того, чтобы они перешли в следующие поколения, в историю. как бы, Да? Вот. А сейчас хотят еще добавить, что музеи это общественные центры, ну вот, обсуждений, да, каких-то вот проблем или истории, и хотят добавить инклюзию. Что это? Инклюзия – это, ну, как бы доступность, просто говоря, потому что, вот опять же, да, например, в советских музеях вот с этим были большие проблемы. Вот посещение музеев инвалидами, например. Доступность, да, вот, например, слепой человек, вот он приходит, вот, кстати, это один из проектов, которым я занимался вот, в музее, инклюзия и доступность, это когда, вот, например, слепой человек приходит в музей, ну, вообще слепые, они и как бы не приходят в музей, да, думают, ну, точнее, они думают, что, ну, музей это вот просмотрение глазами. Визуально, в первую очередь. Визуально, да. Что, зачем туда идти, все равно ничего не Да, вижу. я ничего не На вижу. самом деле есть современные музейные технологии, которые позволяют вот слепым, например, посещать музей
и музей становится для них доступным. По-другому открывать. Ну. Вот такие вещи сейчас прописывают прямо на уровне музейного функционала. А вообще музеи сейчас хорошо живут? Музейщики. Какие времена сейчас вообще? Смотря с чем сравнивать. Сейчас, ну, для всех, наверное, тяжелые времена. Нет, ну, допустим, количество посетителей из года в год, ведется ли статистика? Статистика Растет? ведется, посещаемость – это часть госзадания музеев, то есть это тот один из показателей, который музей отчитывается, это посещение. Но тут как бы надо, есть общее, есть посещаемость растет, но есть частные случаи. Вот наш музей яркий тому пример. У нас не может сейчас расти посещаемость, Потому что у вас реконструкция. потому что у нас закрыто основное здание. Я летом был у вас. Маму возил, Да, там к буквально сожалению, 3 или 4 комнаты было. К сожалению, сейчас музей на вот основное здание музея, которое историческое, то есть построено в начале 20 века, капитальный ремонт в течение 20 века не проводился. Оно нуждается в ремонте, и вот мы вынуждены были его закрыть. И тех показателей, которые были до закрытия, как бы мы сейчас, ну, при всем желании не получим. Вот. Ну, я бы не отказался и от нового какого-нибудь выставочного корпуса, но это не ко мне. Как бы. Ну, понятно, это уже другой вопрос, да? Да. Если вы раньше были, говорите, все одинаковые музеи, краеведческие, да, вот по одинаковому лекалу, а сейчас, если вы начинаете по-другому уже, да, ну, Ну, выставочные. по-другому начали на самом деле тоже давно, еще в 20 веке, но там были первые опыты, а сейчас в 21 веке это все развивается. Когда, ну вот классический музей, когда он появился там в 18-19 веках, это так называемые академические музеи, то есть это витрины, в которых лежат экспонаты. И это, в общем, там по какой-то классификации. То есть, там, например, если это геология, то это вот камни, да, там виды руды, например, да, лежат. Или там виды поделочных камней. Там, в этой местности живет там волк, лиса, заяц, медведь. Ну, такие вот как бы. И сейчас такие музеи есть на самом деле. Ну вот в Санкт-Петербурге Кунсткамера, например. Это вообще музей музея, потому что он выглядит так, как он выглядел в 18 веке. Но это специально его так сохраняют, потому что это первый музей вообще в России. Или там Государственный исторический музей в Москве. Он тоже как бы такой академический, но они могут себе позволить быть академическими, потому что у них каждый экспонат – это иллюстрация из учебника истории России. То есть там личные вещи там Ивана Грозного. Ну да, да. Вот шапка Мономаха. Шапка Мономаха в музее Московского Кремля хранится. Да. Ну, Государственный я исторический имею в музей. виду, Ну, там, скажем, ты читаешь, там, взятие там Казани, Иван Выродков, вот его кольчуга. Там какой-нибудь Александр Меньшиков там при Петре, вот его кафтан. Ну, то это вот в ГИМе хранится. Они такие, ну, вот, академические, да? А обычные, ну, региональные музеи себе такого позволить обычно не могут. И бывают такие темы, ну, в истории есть вот тема, да, например, ну вот для Якутии, вот мы же в Якутии, да, классический пример, вот важнейшее место в истории Якутии, 17 век, присоединение к российскому государству, да, приход сюда вообще русских. Экспонатов 99,9 не сохранилось, нету ничего. Первого срока уже давно нету, да. Ну, про остроги там вообще, ну, там вообще вещей как бы у нас там 1,5 предмета. Как, вот, поэтому нужно применять какие-то... Немножко соли, да? Да, и немножко перца. Применять какие-то технологии. Воссоздать, да, никак. Да, но тут есть художественное оформление экспозиции, есть техническое оформление экспозиции. Художественное, ну, это вот образы, да. Это очень тесно связано с дизайном, оформлением. Для этого есть специальные специалисты, которых в Якутии очень сильно не хватает на самом деле. Это вот вообще беда.
Техническое оформление это, ну, то, что вот говорят интерактивность или мультимедийность. Мгм. На самом деле этому очень много времени, там еще в 80-х годах этим начали заниматься некоторые музеи. И некоторые музеи сильно с этим переборщили, на самом деле. Вот с мультимедийностью не надо сильно перебарщивать, потому что это компенсация вот недостатка экспонатов. Самое главное в музее – это экспонат, Все-таки экспонат. подлинник. И третья составляющая – это, собственно, вот научная и интерпретация. То есть это тексты, какие-то краткие. Кстати, тексты очень сложно составлять на самом деле, потому что они должны быть небольшие. Ну, чтобы человек долго не стоял там, да, вот такой. Можно выключить все и смешать мясо с картошкой. Все. А? Все. Да, только нет, мясо в картошку лучше. Положите. Так, и дальше, и сюда уже грибы, да? Да, на этой сковороде сейчас лук и грибы. Были исследования специальные, и по этим исследованиям человек среднестатистический... Нет, извините, сейчас одну секундочку. Человек больше 3 строчек читать не будет. Ну, Не хочет, Не да. хочет, да. Чуть-чуть вот так просмотрел. Поэтому пошел дальше. вот тоже вот в 20 веке вот такие вот тексты, да, большие в музеях делали. Да, С- даже с- исследования такие, что человек больше 30 секунд, если не Ну заинтересован, вот за видео не 30, за смотрит. 30 секунд он вот где-то 3-4 строчки прочитает, и вот в эти 3-4 строчки надо вместить как бы комплекс, Очень емко. комплекс информации. Это очень сложно на самом деле, вот это вот все составлять. Сергей, у меня такой вопрос, да, он немножко длинный сейчас будет, да. Каким образом восполняется фонд, да, и согласен ли ты с тем, что, ну, допустим, какой-то музей, ну, допустим, некоторые музеи ходят люди посмотреть чисто Мону Лизу, быстро-быстро пришли, отметили, селфи там сделали, ушли. Ну, то есть некий такой экспонат, ледокол, ну, который ради только этого, либо там черный квадрат, все. Ну, то есть известно, большинство же не ходят за художественными какими-то этими. 90%, я думаю, посетителей музеев, эти, которые, ну, наш век скоротечный, галочку поставят. А я был в русском музее. А русский музей, я когда первый раз был, питерская моя тетенька сказала: да вы что, говорит, каким образом вам удалось русский музей, говорит, за полдня пройти? Люди, говорит, неделю там проводят, Да. чтобы все использовать. А я говорю, ну, мы вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Тем более у меня жена беременна была. Ну, вот кошмар, короче, для питерского жителя, который... Вот как ты... Ну, это два вопроса, да, получается. Да. Во-первых, это комплектование Про фондов. комплектование фондов, Называется да. второе посещение музея. Ну, то есть, третий тогда вопрос, да, что было бы, допустим, каким-то экспонатом, вот в моем случае это был тигр. Тигра посмотреть, специально родители меня в город привозили, чтобы чисто этого тигра посмотреть, а остальные какие-то якутские костюмы, ну, ребенку это по большому не надо, да, вот. Что было бы таким каким-то экспонатом для вашего музея, вот для якутского музея, да, чтобы люди приходили бы, либо этот был кит, да, огромный вот на улице Он стоял. был и есть, Есть, и да, тигр ну, то есть. есть тоже же интересный это скелет, да. А, Вот 3 да, вопроса. понятно. Ну, давайте попробуем от конца к началу, да? Давай. Вообще есть научное такое понятие в музейном деле, называется аттрактивный экспонат. Это тот Да-да-да. экспонат, который обращает на себя внимание Экспонат ледокол, посетителей. который только Да, на это, да. такой как бы головной, да, экспонат. Но это есть действительно экспонаты, которые бросаются в глаза. Ну, часто у них такие, они не совсем. Ну вот вы, кстати, назвали вот классику, да, вот Тигр. кит, он самый Или большой, да, например. Тигр, он как бы необычный Редкость, для Якутии. необычный, да. Легенда своя. Да, у него есть как бы история, исторический бэкграунд, да, так скажем. Так, солим, перчим, да? Нет, сейчас. Так. Лук, сметана. Лук, Горчица, горчица, сметана. Позже, видимо. Сметану и горчицу вот сюда надо добавить, когда сейчас грибы немножко
Вот, посередине сейчас быстро Да, появится. Слушай, у тебя действительно технологическая цепочка, ты все-таки лукавил, ну, молодец. Да. Да. Все это что, зачем должно идти очень четко. Вот. Но такие экспонаты, они немножко субъективны, потому что у разных людей они могут быть разные. Ну да. Так, добавляю, да? Да. Сколько? 4-5 ложек я ложками считал. Да. Без горки, да? Да. Вот. Но все равно вот задача музейщика — это определить все-таки в фондах, да, в наличии, которые есть вот экспонаты подобные, и именно можно именно на них вообще вот экспозиционное пространство. И в самой глубочине музея его И поставить. ложку горчицы. Да? В самой глубочине его музея поставить, чтобы через весь ряд прошел. Есть такой прием, еще? да. Да. Есть прием, вот, кстати, такой прием, это вот как раз с Моной Лизой или Сикстинской этой Мадонной, да, когда, чтобы до нее дойти, посетитель все равно должен пройти весь музей. Это один из экспозиционных приемов. Обязательно пройти через сувенирную лавку. Тоже. Тоже. Это немножко не про экспонаты, но это уже маркетинговые да, технологии. но- Это как в магазинах. Да, Чтобы да, хлеб купить, и надо идти в... Да, это современные технологии в музее, они тоже работают. Ага. Вот. Есть как бы прием, когда наоборот ты посетителя, который заходит, как бы, ну, условно говоря, ударяешь как бы. Вау-эффект. Да, вау-эффект. Но. То есть ты зашел, у тебя сразу вау. Мгм. Вот. Ну, если очень сильно богатый музей, типа Эрмитажа, ну, с Эрмитажем, конечно, региональный музей сравнивать, Ну, никак не могут. Так. да, почти что не могут. У них там в каждом зале вау-эффект. может Ну быть. да. Вот. То, что вы говорите за, ну вот, прийти, да, поставить галочку, это одна из современных целевых аудиторий 90% музейных. так делают. Ну, Боюсь, сложно сказать. боюсь, что. 90. Ну, 80 уже точно. Ну, ладно, это дело социологов, такие Хорошо. вещи как бы изучать. Вот. Есть как бы хохма, да, такая в музее, типа, Мгм. сколько студенту надо времени, чтобы осмотреть музей. Это ты засекаешь, вот он на входе, и сколько надо шагами обойти вот Просто. все залы, да, Да-да-да-да. это там типа 15-20 минут занимает. Ага. Вот столько, значит, студент музей осматривает. Ну да. А с другой стороны, наши музеи можно осматривать действительно часами. Если вот вообще погружаться во все, что для вас как бы заготовили экспозиционеры, вот когда они ставят выставку, да, они же там тексты, вот специально расставляются экспонаты, не просто так, да, не в кучу сваливаются, определенные темы, подтемы. Вот если во все это вникать, идти вот по задуманному маршруту, слушать экскурсию или аудиогид, это, ну вот, опять же, постоянная экспозиция, да, то есть то, что стоит годами, условно говоря. Ну, там от 2 и более часов это средненький музей, средний по объему. Ну да. А если Потому какой-нибудь что дальше уже Эрмитаж, тяжело. Русский музей, Государственный исторический музей, Неделя. там можно неделями, поэтому обычно те, кто бывал вот в Эрмитаже, и те, кто все равно музеем интересуется, вот в случае как бы я, да, если я пойду в Эрмитаж, то я выберу себе определенные как бы темы, которые я хочу осмотреть, и пойду там в рыцарский зал или там голландцы, там, или золото скифов, там выставка. Вот я именно туда пойду, потому что нет, Ничего не вообще. надо. Ну, в общем, к Ну, концу сколько почти минут? подходит, да, ну, как бы чуть такой густой должен быть. Должен вывариться, да? Ну, чуть-чуть, да, но в то же время, чтобы жидкость не испарилась полностью. Я думаю, может, нормально? Да, наверное, уже все подходит. Комплектуется музей разными способами, на самом деле существует их много. Ну, первый, самый идеальный и сейчас в наших условиях самый, пожалуй, редкий – это дарение. То есть, когда человек приносит в музей вещь Что-то и имеет, да. говорит, вот, ну, как бы, вещь интересная, Пользуйтесь. пользуйтесь, сохраните ее, пожалуйста. Раньше этого было больше. На самом деле это
Вообще-то такой способ остаться в веках на самом деле для человека, потому что когда вещь принимают, вы всегда с этой вещью останетесь связаны. И спустя много лет, после того, как вас уже не будет, там, спустя столетия, эта вещь сохранится в музее, и на ней будет написано, что ее подарил вот такой-то, такой-то, такой-то год. Это способ вот себя сохранить, можно сказать. в истории. Получается как? Дарственный, Да, дар от такого-то человека. дарственный экспонат Да. или просто дар? Да. Дар музею от там, коллекционера, собирателя, просто человека, семьи. Это способ вот сохраниться в веках, фактически бессмертие. Ну да. Есть комплектование, когда музеи организуют какую-нибудь экспедицию, этнографическую, геологическую, историческую, по каким-то местам. Зная, что там что-то произошло. Что-то произошло, и вот Попытаться там попытаться что-то собрать. Это вот Да, перемешивание. теперь мы все это перемешиваем. поиски какие-то там, да? Ну что там. Да, ну там Раскопки его. могут быть. Нет, это третий способ. Скажем, вот формирование коллекции археология. Это археологические раскопки, их музей при определенных условиях может проводить, мы сейчас не можем. Но когда-то музей проводил археологические раскопки, и вот наша коллекция археологии, которая в нашем музее хранится, это вот собрано в 30-х, 40-х, 50-х годах. Вообще отличные археологи работали. Так собрали все. Вот как раз то немного, что вот о 17-18 веке, например, у нас есть, это у нас есть благодаря археологии как раз. Ну и четвертый способ из распространенных самый, это закупка. Ну, то есть, зная, что у кого-то есть. Зная, что у кого-то может быть, есть, обмен, да, с другими музеями. это пятый способ. А еще даже пятый есть. Да, обмены, но сейчас они как бы не проводятся, но вот в советское время это часто практиковалось. Например, у какого-то музея есть 2 или 3 одинаковых экспоната. Один экспонат музея Ну, оставляет условно, 3 себе. монетки одинаковые, да? Да. Один экспонат музей, желательно получше, оставляет себе, а другие вот эти вот копии, они переводят в обменный фонд, которыми музеи могут обмениваться. Это еще один способ комплектования. Теперь, А вы, вот, я хотел задать, да, вопрос. Вот, получается, готовите, в принципе, я увидел, да? И вот, что вам лучше, например, вот вы говорили, раскопки, самим находить или все-таки как-то договариваться с обменом? Или вот в раскопках бывало у вас вообще? ну, я бывал на раскопках, как бы, когда учился и когда, ну, работал я так, как бы был гостем, сам не работал, я не археолог, в принципе, да. Ну, лично мне это либо сборы, либо закупка, но это специфика, потому что от разного сотрудника музея это зависит, что ему ближе. Если сотрудник отдела археологии и этнографии, ему, естественно, ближе экспедиции. Ну да. Будут, вот, так скажем. Что мы можем пробовать? Да, можно раскладывать и вот сверху присыпать зеленью. Ну, у нас тарелочки приготовлены. Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот какая-то шлюпка, да, новая появилась, либо она есть уже, Якутск? Да. Это что? Это копия исторического судна «Дубль-шлюпка Якутск», которая участвовала, ну, исторический прототип участвовал в знаменитой Великой Северной экспедиции Витуса Беринга и был построен в городе Якутске в XVIII веке. И вот в 2016 году в Петрозаводске есть специальная верфь, Верфь. который делает копии исторических кораблей. И в 2017 году должны были и сняли фильм по пьесе «Созвездие Марии», «Время первых», по-моему, называется. Время первых. Как раз вот об экспедиции Беринга. Эта пьеса и этот фильм. И для съемок этого фильма заказали вот копию исторического судна «Дубль шлюпки Якутск». Сняли и потом вам передали, получается? Сняли, потом, насколько я понимаю, этот фильм финансировала республика частично и Русское географическое общество, РГО, ну. РГО. И после съемок этого фильма должны были передать это судно республике.
но что-то какие-то были проблемы, и вот в 17, 18, 19 годах это судно ходило по Онежскому озеру, туристов там катали. Потом стояло на приколе, и вот в 2021 году наконец-то было принято решение о ее доставке в Якутск, что достаточно сложно, поскольку это как бы фактически судно класса река-море. Не маленькая. Оно не маленькое, там длиной 20 метров, шириной 5 метров, высота мачты там тоже где-то 18 метров. И вот его в течение полугода как бы транспортировали, и оно наверное, приехало. По северному пути, наверное, пришло. Нет, оно ехало на Поезде? тягачах, Да ладно. на автоходу, Ах ты, ничего на себе. автомобильном, 20-метровая. 20-метровое, да. Ну, очуметь. Так. И вот в июле оно приехало, и сейчас оно стоит на территории нашего Якутского музея имени Ярославского, как такой экспонат на открытом воздухе. Ну и он прямо написано же на нем Якутск. Написано. Не Якутск, написано а на нем именно Якутск. Якутск, да. Ну, как исторически в Ага. 18 веке было принято такое написание еще. И такой экспонат, вот опять же, по аналогии с китом, да, который большой, привлекает внимание. опять же, Это вот, судно да, тоже да, да. привлекает внимание. Очень я надеюсь, Сказать, что что оно, это- оно у нас останется, потому что у нас, опять же, вот, как и 17-18 век, очень слабо представлен в экспозиции, а вот этим судном 18 век очень хорошо перекрывается, потому что экспедиция Беринга для 18 века Якутии, ну это прям знаковое событие. Оно тут весь мир перевернуло. В Якутске вот экспедиция была такого общемирового масштаба, и судно вот два судна построили на самом деле, дубль-шлюпку Якутск и бот Иркутск. Это вот прям Якутск как центр кораблестроения, можно сказать, 18 века. То есть много чего можно рассказать, Про это. осматривая. Ну, это уже тема другой передачи, да. Да. А давай мы сейчас вооружимся вилками и наконец-то попробуем, что такое скоблянка и с чем ее едят, да? Давайте. Ну что, приятного аппетита нам, друзья. Приятного аппетита. Я как настоящий якут нападаю сразу на мясо. Давай перчик, конечно. Поперчить. Все правильно? Так должно приготовиться. Вроде да. Вроде. Ну, когда ты последний раз готовил, так было? Да. Так же было Ну, вкусно? да. Хотел бы я сказать. Да, да, да. Перец? Нет, не надо. Давай в кадре так стоять долго кушать до конца передачи. А можно вопрос задать? Все-таки передача у нас еще не закончилась. Слушай, недавно у меня в гостях на передаче был директор агентства развития туризма, да? И сейчас идет, скажем так, увеличивается поток туристов, которые приезжают в нашу республику, интересуются историей, в том числе бытом, как мы живем. И в этом контексте музеи что могут предложить, в частности ваш музей? Что интересно? Конечно, я знаю, что в первую очередь это сокровищница, царство вечной мерзлоты, который по большому счету не музей, да? Ну да, это аттракцион, вы правильно сказали. По большому счету аттракцион, да. Ну вот что музей? Вообще, по идее, ну вот вы опять же озвучили, да, общие такие мысли, которые я очень часто слышу тоже по роду работы, ну, как бы когда туристов приводят, там, сокровищница, царство вечной мерзлоты. На самом деле лучше было бы посещать первоначально наш музей, поскольку, не потому что я там работаю, да, а потому что в нашем музее рассказывается о Якутии в целом, обо всем понемножку. Вот, например, у нас один из первых залов – это зал о древней Якутии, о древних животных, Да. вечной мерзлоте, ледниковых периодах и об эпохе динозавров, там Тот же древнего, мамонт стоит там, древнего да? моря, тот же мамонт. Стоит. Да. В музее мамонта об этом гораздо больше можно узнать. Но у нас вот этот зал, он не сам по себе, а связан с предыдущими и последующими залами, как бы общая канва истории получается. То есть вот где жили древние животные, там потом поселились люди, впервые пришедшие в Якутию, потом вот они там жили, появлялось много народов, потом пришло сюда российское государство. Ну то есть одно в другое вот так вот перетекает.
Они жили вот в таких-то природных условиях, то есть это цельный такой связанный рассказ получается. И посетив этот наш музей, человек может представить, ага, меня интересует, вот скажем, мамонты. В Якутске есть музей мамонта. Можно специально, специализированно пойти туда, и вам там расскажут научные сотрудники, которые прямо этих мамонтов выкапывают, расскажут. Другой скажет, меня интересует, вот, например, в истории Якутии я типа слышал, что Якутия — это место, куда ссылали. Ссылка, якутская ссылка. Да. Колыма. Пожалуйста, у нас есть филиал «Якутская ссылка». У нас и в основной экспозиции про это говорится. Но если вы хотите специализированно узнать, вы пойдете вот в музей «Якутская ссылка». Если вы хотите что-то об этнографии или культуре узнать, вы пойдете в музей музыки и фольклора, да, например, или в музей Хамуса. Музей Хамуса. Если вы что-то хотите узнать о камнях, то пойдете в сокровищницу. Да. Вдруг меня И от этого получается такое как бы основа, и от него отходят такие лучики специализации. Хорошо, в таком случае тогда следующий вопрос. Каким образом музей, ну ваш, в частности, да, позиционирует себя, каким образом идет реклама, промоушен, о том, чтобы побольше об этом музее узнали? Что там, сайт, я не знаю, или где там еще, там, какие-то средства, может быть, выделяются. Какие-то спецпроекты, может быть, какие-то ивенты там делаются, там, не знаю, может быть, ночь в музее. Самый известный ивент — это «Ночь в музее», вот я про и это, музейный пикник. Наш музей первый в Якутии начал, а потом уже подключался Национальный художественный музей. А сейчас, по-моему, все музеи, которые вообще есть, они все «Ночь в музее» проводят «Ночь в музее». Да. Но у нас как бы расширено. У нас есть дневная программа, это так называемый музейный пикник, потому что у нас есть большое преимущество среди многих музеев города Якутска. У нас есть большая территория музейная. Можно там что-нибудь делать заодно. Да. Шашлыки там, я не знаю, что еще делать. Но с шашлыками проблема, потому что нельзя разводить открытый огонь. Основная тема, посвященная году культурного наследия, же год культурного наследия проходит, и тема была железо. И у нас все экскурсии, вот постоянной экспозиции была специальная экскурсия, где мы обращали внимание вот на вещи из железа сделаны. А как бы, ну, это одно из направлений. А центральное событие была, выставка кузнецов была открыта под это событие. И специальное событие, вот конкретно под «Ночь в музее», мы сделали такую походную кузницу на территории музея и выплавили там, якутские кузнецы выплавили там руду по вот технологиям. Кто-то там, где там я вот говорил, мама водил, там меха стояли, все прочее. Вот это как вот раз кузница, которую сделали к «Ночи в музее» специально. Ну, здорово. Сергей, спасибо за твою обстоятельную беседу, за интересный рассказ. В конце у нас тоже такая есть традиция, пожелание телезрителям. Вот, пожалуйста, вот на эту камеру. Да, ну, я хотел бы пожелать зрителям, наверное, больше интересоваться историей, потому что из истории очень много растет то, что такой повседневной жизни. Вот, это и отношение к городу, а вот и даже кулинарию можно пристегнуть к истории, потому что вот в какой-то степени вот то блюдо, которое мы сегодня готовили, оно тоже имеет отношение к истории. Вот, а я еще раз скажу, сегодня у нас в гостях был Сергей Слепцов, историк-музейщик. Сергей, спасибо тебе большое. Семен Тарбахов, Петр Цепандин, программа «Просто вкусно». На этом, друзья, мы потихоньку с вами прощаемся. А я